Но тем не менее, они у нас тоже есть. Вот, то есть мы считаем, что как бы переход на SSD будет, но, естественно, не полный, вот, потому что все равно это достаточно дорогая технология, вот, и, соответственно, это будет только действительно там какой-нибудь в Data Storage будет стоять один, допустим, SSD, и под ним будет висеть там куча вот этих вот нейролайнов, терабайтников, 2 терабайтников для просто накопления информации. Вот. Ну вот то, что я говорила, что в принципе как бы есть SLC и MLC, но это все понятно, рассказывать тоже про это не буду. Соответственно, наши будут только SLC, потому что режим Enterprise. Вот. Но вот это сравнительная таблица, чем лучше SSD, тем лучше харды. Ну, соответственно, харды выигрывают только по вопросу цены. Во всех остальных вопросах, безусловно, SSD лучше. Вот. Это как бы наша внутренняя сравнительная таблица, в которой мы как бы пытаемся показать разницу между простым SSD и Enterprise SSD. То есть, в принципе, на рынке не существует пока конкретного определения или конкретных каких-то стандартов по квалификации просто SSD и Enterprise SSD, поэтому каждый производитель это как-то дефинирует по-своему. Вот. Ну, то есть, как бы в нашем понимании, то есть, основное это IPS, конечно, который в 10 раз выше, чем у простого SSD. Вот. Но, соответственно, негативный момент это то, что цена по сравнению с простыми SSD-шками в 10 раз. Вот. То есть, как вы считаете, если первый у нас будут 100 гигабайт, соответственно, цена $1000. То есть, пока не знаю, но по идее должно быть так. Вот, это вот как бы структурка, как эта вся система выглядит. Вот, то есть куча этих самых болванок, плат, в которых нанды будут зашиты, соответственно, с алюминиевыми прослойками для там, уменьшения температуры и всего остального. Вот тут миллион картин, то есть выглядит по большому счету как сэндвич это все. Вот, вот это вот там нанды и так далее. Вот, главное, ну, один из главных моментов Enterprise SSD это так называемый суперкапаситор. Это типа а-ля кэша, в котором сохранится информация, если вдруг вылезет электроэнергия или что-то такое непонятное случится. Вот, то есть, чтобы не было никаких потерь ваших данных. Означает только кэш, да? А как долго вообще это? Расскажу. Сейчас сюда этого дойдет. Вот, ну, то есть это рынок Enterprise SSD, который мы видим, то сейчас он в 2010-м, что называется, только зарождается. Вот, и в основном, конечно, будет развиваться не для серверов, а для систем хранения. Вот. Но, тем не менее, мы видим прирост и надеемся, что со временем мы все с вами в этом поучаствуем, на этом все будем зарабатывать. Вот. Ну, система такая, что в принципе Enterprise SSD есть напрямую на PCI Express, вот, а есть, соответственно, которые пойдут через SAS. Вот. Ну вот это вот спецификация, то есть это будут 2,5-дюймовые SSD-диски, вот, на SAS интерфейсе 100, 200, соответственно, 400 гигабайт. Вот. После включения SSD-диска, соответственно, как только его один раз запустили, его как минимум раз в 3 месяца надо или включать, или использовать. Его нельзя положить на полку, потому что через 3 месяца просто данные на нем, что называется, испаряются. Гарантию, которую мы даем, соответственно, это 5 лет, вот, но при определенных режимах записи в день. То есть, соответственно, там 4,5 или 9, в зависимости от объема, терабайтов в день. Ну, я думаю, что это вполне достаточно. Вряд ли кто-то пишет больше 9 терабайтов в день. Вот. Ну, это сравнение, соответственно, с простыми SAS-ами, хардами. То есть, как мы видим, что и IPS, и Read, и Write, и любые как бы даты трансферы, ну, то есть все выше, лучше и так далее.